Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Президент Аслан Бжани осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы в Сухумском районе и городе Сухум, после чего провел расширенные совещания с активом района и столицы. Президент Аслан Бжани принял судей Конституционного суда. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа приступили к разминированию территории международного аэропорта Сухум. В честь дня рождения компании «Амобайл» запустила конкурс и разыгрывает 15 ред-боксов с подарками внутри. Президент Аслан Бжани осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы в Сухумском районе, после чего провел расширенные совещания с активом района. Все подробности в репортаже Алики Трапш. В ходе поездки в Сухумский район президент Аслан Бжани посетил село Дзукты, где идет строительство моста. 3 года назад на этом месте произошел оползень, который смыл дорогу и мост. Всего в селе проживает 12 семей. Во время ливневых дождей река выходит из берегов, и жители фактически оказываются отрезанными от города. В июне администрация района своими силами приступила к ремонтным работам. В настоящее время возводится берегоукрепительная стена, после чего приступят к строительству моста, которое планируют завершить до конца текущего года. Общая сумма расходов 4 миллиона 900 тысяч рублей. Далее Аслан Бжани посетил село Баслата. Здесь по улице Адама Хуаде в рамках инвестпрограммы была заасфальтирована дорога протяженностью 1 километр. Президент осмотрел весь участок дороги. Работы по асфальтированию заняли чуть больше 10 дней. Было выделено 4 миллиона 690 тысяч рублей. 5515 квадратных метров, тут протяженность 1 километр, плюс со съездами к людям. Тут практически на легковой машине невозможно было ездить, дорога была убитая. С советских времен тут никто никогда ее не ремонтировал. Аслан Бжани также осмотрел дорогу в селе Гумиста протяженностью 7 километров. Еще в 2020 году в рамках инвестпрограммы здесь был уложен асфальт. Сметная стоимость работы составила более 25 миллионов рублей. После осмотра объектов президент провел совещание в администрации Сухумского района. Глава района Алхаз Читанава отчитался о проделанной работе за 10 месяцев. Поступление собственных доходов составило 140 миллионов рублей. Перевыполнение плана 6 миллионов рублей. Плановые показатели перевыполнены и по налогу на прибыль, и по доходному налогу. Показатели по земельному налогу, спецналогу, патентным платежам выполнены на 100% и более. Говоря о криминогенной ситуации, Алхаз Читанава отметил, что наблюдается тенденция снижения преступной деятельности. Всего зарегистрировано 39 преступлений, в то время как за аналогичный период 2020 года было 53. По линии ГАИ района совместно с силами с управлением МВД было проведено 258 рейдовых мероприятий, в которых выявлено 2586 нарушений правил дорожного движения. Из них 88 – это вождение в нетрезвом состоянии и различные. Но по количеству ДТП, к сожалению, цифры аналогичные прошлому году. На 3 единицы меньше число людей, получивших травмы различной степени тяжести. Это 26 в текущем году и 29 в прошедшем году. Что касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, за истекший период этого года было возбуждено 13 уголовных дел. Определенное количество людей было доставлено в наркодиспансер для проведения освидетельствования. Работа ведется, контроль правоохранительных органов не ослабляется, и если ссылаться на цифры, мы можем отметить, что количество преступлений уменьшается. В Сухумском районе за все время пандемии 2736 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время болеют 136. Стационарное лечение проходит 16 пациентов. Алхаз Читанава отметил, что в районе неохотно вакцинируются. Всего прививку от коронавирусной инфекции сделали 183 человека. Глава района рассказал и о ситуации с потребляемостью электроэнергии.
Расширенный репортаж о совещании президента с активом Сухумского района смотрите в нашей программе после выпуска новостей. К Новому году две столичные улицы – Гулия и Абазинская – будут заасфальтированы. В этом заверил Аслан Абжаня, глава столичной администрации Беслан Эшба. Президент ознакомился с ходом ремонтных работ и остался доволен результатом. Репортаж Гугу Цивардания. Восстановительные работы на 3 улицах Сухума, Джонуа, Гулия и Абазинска ведутся в рамках инвестпрограммы. Здесь были заменены водопровод, канализационные трубы и ливневки. Осмотр ремонтных работ президент начал с улицы Абазинской. Как сообщил мэр столицы Беслан Эшба, работы на этой улице проводятся на протяженности 686 метров. Объем бюджета – 38 миллионов рублей. Уже уложены новые коммуникации, установлены бордюры, предусмотрены парковочные места. Сейчас идут работы по асфальтированию улицы, которые при благоприятных погодных условиях планируется завершить к середине декабря. Далее президент направился на улицу Гулия. Работы здесь ведутся от перекрестка с улицы Сахарова до центрального рынка. Протяженность 1200 метров. Бюджет 48 миллионов рублей. К укладке асфальта на этой улице планируют приступить 15 декабря, сразу после завершения асфальтирования улицы Абазинской. Точка улицы отсчета Гуля где начинается? отсюда и до рынка. И до рынка. До рынка, прям до стадиона, можно сказать. Мимо рынка, мимо этих сложных участков. Она будет улицы покрыта идеальным безусловно, асфальтом, так точно. будут бордюры, Конечно. все как положено, да? Да. Дорожная разметка и так далее. Да. 48. На Новый год по новой улице можем пройти? Уверен, что да. Ну дай бог. Аслан Бжаня осмотрел ход работы на улице Джонуа. Они ведутся на участке протяженностью 1360 метров. Бюджет составляет 66 миллионов рублей. Эта улица на самом деле очень сложная. Она еще и до военных времен была проблемная. Из-за коммуникаций, сколько они делали ремонта, столько раз это рушилось. Ну, сейчас не уже выдерживало. все по уму Сейчас будет. сделано все. Водопровод новый, канализация новая, ливневая канализация новая. Все новое. Вот и асфальтное покрытие, разумеется, тоже будет новым. Затем президент провел совещание с руководителями управления администрации столицы. Беслан Эшба отчитался о проделанной работе за 10 месяцев. Годовой план бюджета по городу Сухум составляет 1 миллиард 182 миллиона рублей. В том числе субсидии из республиканского бюджета 35 миллионов рублей. Собственные доходы 1 миллиард 147 миллионов рублей. Доходная часть бюджета города на 1 января 2021 года выполнена на 102,4%. При плане 958 миллионов рублей, фактическое исполнение составило 981 миллион рублей. Поступление налоговых платежей по городу составило 938 миллионов 843 тысячи рублей. План выполнен на 102,8%. По администрации города Сухум проводим, вынуждены говорить, реформирование, потому что по сути это мы проводим мероприятия по правильной регистрации или перерегистрации юридических лиц или так называемых управлений, у которых вроде бы с одной стороны был статус юридического лица, но в тот же момент законодательство это не предусматривает. Поэтому мы идем по пути, до сих пор еще пока не завершили, но очень надеюсь, что к концу года мы в принципе приведем в соответствие с законодательством об управлении в административно-территориальных единицах и доведем эту работу до конца. Мэр города рассказал о том, какие инвестиционные проекты реализуются в столице. Часть из них уже реализована и запущена в этом году. Также Беслан Эшба рассказал о том, какие меры приняты в городе по устранению последствий природных стихий. Из 56 многоэтажных домов, которые пострадали крыши, 31 дом был восстановлен их силами и привлеченными ими специалистами. Да? Отремонтированы 2 квартиры и 3 частных дома. Там, где вообще была ужасная ситуация, в одну из квартир, куда крыша залетела прямо в лоджию. Такое тоже есть. Вот это все нам обошлось, вот эти работы по стихии, 20 миллионов 700 тысяч рублей. Это наши деньги, городские. На совещании шла речь и о восстановлении Сухумского причала. Этим вопросом президент поручил заняться главе столицы лично. По вашему поручению мы отработали с компанией «Боском». В настоящий момент первую стадию исследования они завершили. Исследование проводило абхазское предприятие, институт экологии. Результаты даны, деньги оплачены, материал у них. Они заказали проектные, деньги они оплатили? Да, они оплачивали. А сколько это стоило? Недорого, там было 200.
Ну, около 200 тысяч, только что такое. Вот, да. Не, но это исследовательские вещи были, там не надо было специально что-то проводить, какие-то работы. Проект заказан, проект, как нам вот буквально на понедельник доложили, сказали, 31 января проектные документы будут готовы, как я вам докладывал. То есть в этом году 31 января. этого года. Следующего января 2022 года. Осталось 2 месяца. 2 месяца осталось, да. И они сразу готовы приступать к восстановительным работам. Я вам докладывал, что Сезону можем что-то пока, успеть? ну, я думаю, что да. Ну, сейчас, может, если не прямо к началу сезона, к концу сезона точно не успеем. Вы сделаете постановление необходимое, а потом подберете под это то, что там надо, согласование, несогласование. Потому что дело впереди, а бумага должна быть сзади. В таких вопросах. Ясно все? В понедельник, чтобы все у него было. Что касается телевизионной вышки, по словам мэра города, она будет отремонтирована до конца этого года. Далее на встрече обсудили ремонт нескольких домов по улице Эшба. Мы, в принципе, договорились со скалолазами, так называемыми, да, которые там всего 5 человек их на весь город. Я не знаю, в других городах, может, они есть. Во всяком случае, МЧС только ими пользуется. На таких высотах, на веревках, спущенными вручную, при этом не используя ни подъемные люльки. Ну, то, что мы один дом, который мы начали, точно закончим до конца года, это 100%. Второй, он параллельно... Да, конечно. На совещании также обсуждалась эпидобстановка в городе, показатели в туристической сфере и ситуация с собираемостью платежей за свет, которые составляют всего 40%. Президент отметил, что руководители столичных управлений должны довести эту цифру до 80%. В завершении президент подвел итоги. Считаю своим долгом сказать вам, руководителям городских служб, городскому собранию. Сейчас ничего нового, но очень того заслуживает Сухум, чтобы о нем позаботились. Вы сможете его преобразить и сделать этот город таким, как он был несколько десятилетий тому назад, красивым, уникальным, неповторимым и привлекательным. Гугуса Вардания, Инала Гухава, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В преддверии Дня Конституции президент Абхазии Аслан Бжаня принял судей Конституционного суда и поздравил их с праздником. Глава государства подчеркнул, что Конституция – это главный документ страны, нуждающийся в защите. Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. والترى يزبحتو عند كارت محدو حرتخوما عريزة أتقول عشرة بصراحة داري ودين أحكي يستوصح عند كارة هري حمو ميلاد روكبرا عياشز يبزورنا برزقي عمز وراتخو وبرزقي خا يخاو جران زيقي اقتوالو أخشرا أروخولا أبسنا يختصوا استقلت глазащик بود يخوب هيوي بشم وانا грапа يخوب аудайрапа абарцыги ряйту абарцыги хаус рдулату хаккоси хамазаропа абсо хиндкара аргора то чезнок стало аны чудесно вот еще нас счет айсхапа шапхи что а проблема кораха шимчко яха. Рабочее совещание, посвященное обсуждению проекта межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях, состоялось в Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики. В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и заместитель руководителя администрации президента Абхазии Валерий Пабба. Днем ранее в Минэнергетике России состоялась рабочая встреча по вопросам энергоснабжения Абхазии. Кристина Узган и Валерий Пабба находятся с рабочим визитом в Москве. На площадке Арсмира прошла пресс-конференция руководителей оппозиционных партий и общественных организаций Адгура Ардзенба, Тимура Гулия, Кана Кварчи, Аслана Барцыц и Ахры Бжаня. Поводом для встречи с журналистами стало внеочередное заседание сессии парламента, состоявшееся накануне. Подробности в следующем репортаже.
Представители оппозиционных партий и общественных организаций пришли на площадку Арсмира, чтобы озвучить свое мнение по поводу итогов внеочередного заседания сессии парламента. Руководитель АХЭСа Ахрабжани отметил, что не удовлетворен состоявшимся разговором. Однако он и его коллеги все еще открыты для обсуждения различных вопросов – безопасности, энергетики и недвижимости. Мы, безусловно, будем дальше использовать эту площадку. Что бы там ни было, это наш парламент, мы его избирали, он представляет наши интересы, и он как бы главный народный орган в стране. Еще предстоят вопросы энергетики, недвижимости, много других вопросов, которые будут представлять общественные интересы. Конечно, мы будем работать с парламентом. Более того, мы будем как бы открыты для работы и для контактов со всеми, и на абхазском телевидении, с представителями власти, потому что мы стремимся защитить интересы страны и государства, и в этом вопросе мы, конечно, готовы, открыты к любой работе. Что касается нашей сегодняшней ситуации, таким вот спусковым механизмом, что ли, от перехода от такой лояльной оппозиции, что ли, как это назвать, не знаю, умеренной оппозиции, к активной оппозиции, вот к активному политическому оппонированию власти послужил вот этот инцидент, эпизод на набережной 30 сентября с ветеранами. Лидер АНД Адгур Арзанба назвал текущую криминогенную ситуацию в республике беспрецедентной. Сегодняшняя оппозиция в корне отличается от той оппозиции, которая была до этого. Мы за предыдущие практически 2 года действия этой власти не выходили ни разу за рамки закона, ни одного раза. И мы также собираемся себя и дальше вести. Но если мы до этого говорили о парламенте, о таких закрытых кабинетах, в перспективе, я думаю, что мы будем вынуждены прийти к тому, чтобы вывести людей на улицы. Вот у нас 4 числа была акция протеста, как мы и заявляли, это была мирная акция протеста. Люди собрались, более 1000 человек пришло, они показали, что в этой стране есть люди, которые категорически не согласны с решением президента и с политикой президента. Я думаю, что в развитии вот этой акции мы будем планировать уже и другую акцию, более масштабную по количеству людей. Вот. Кто-то из представителей власти, органов правопорядка сказал о том, что есть некая борьба с правоохранительной системой. Вот все, что предпринимается депутатами парламента и оппозиции, это некая борьба с наведением порядка, с правоохранительной системой. Это совершенно не так. Хочу вам сказать, что текущая криминогенная ситуация, которая сложилась в нашей стране, она беспрецедентная. Мы знаем ряд преступлений, тяжких и особо тяжких, которые произошли за этот период, последний 2-летний период, попытки покушений. Это все череда звенья одной цепи. Правоохранительным органам прекрасно известно, кто, зачем и почему. Вместо того, чтобы предотвращать, изолировать этих людей от общества, изолировать их друг от друга, в некоторой степени у этих криминальных элементов появляется возможность заниматься своими грязными вопросами, решать свои личные, дела. К сожалению, вот такая ситуация сложилась. Председатель партии ФНА Аслан Барцыц рассказал о целях создания единого союза оппозиционных партий и движений. Целью и задачей создания такого союза, который неделями раньше мы объявили, как раз является работа, связанная с тем, что есть необходимость, есть такая потребность в объединенном союзе для того, чтобы решать те сложнейшие задачи, которые стоят сегодня перед нашим государством. Они носят, к сожалению, большому системный характер. Они появились не сегодня. Эти задачи, которые стоят перед обществом, перед руководством страны, они очень серьезные.
Руководитель общественной организации Айтгылара Кан Кварча также высказал свое мнение по поводу итогов заседания сессии парламента. Он обвинил некоторых депутатов в некомпетентности. Единственный легитимный, на наше мнение, легитимный орган государства, что оставался в нашем понимании, это Народное собрание парламента Республики Абхазия. Почему мы так считали? Там находятся избранники народные, которые должны народное чаяние, проблемы их освещать, поддерживать людей. Это та площадка, где мы, в нашем понимании, мы могли бы найти понимание и пути выхода из создавшихся сегодня кризисных моментов. Я считаю, что вчера парламент себя дискредитировал окончательно. Почему я так считаю? Потому что если даже взять, так скажем, проправительственную часть парламентского меньшинства, понятно, они хотят там понравиться президенту, это понятно. Мне непонятна другая часть, так называемой оппозиционной части, которые, знаете, что себя очень странно начали вести, и я не постесняюсь в своих выражениях. Мы знаем информацию, сейчас я не могу все эти доподлинно все эти вещи раскрывать, но мы знаем, что кому-то пообещали доли, так называемым перепадных ГЕСах, кого-то на этом купили, другим пообещали манну небесную в 10 миллиардах там их провести, чтобы они там поплавали, некоторые депутаты. То есть они настолько наивны, что им начали показывать, знаете, что вот просто кусочек сала и ведут их за собой, знаете, вот по темному туннелю. И люди перестали видеть те проблемы, которые реально существуют сегодня в Абхазии. Вот вы вчера в выступлении видели министра МВД, министра, генпрокурора, прокурора города. Я считаю, что я не хочу говорить о их профессиональной деятельности. Вообще, их разговор, их поведение в Народном собрании соответствует их статусу. Кан Кварча также рассказал о том, что накануне к нему приходили сотрудники правоохранительных структур, чтобы проверить, работает ли его майнинг-ферма. Я хотел бы констатировать, что вчера очередной раз у меня появились гости, но более уже масштабные, более организованные. Я обычно всегда гостям рад, но на этот раз я просто не ожидал, не был так подготовлен к такой массовой встрече гостям. Да, я, конечно, уже привык к этому, что очередная провокация будет готовиться против меня и дискредитировать меня, очернить меня. Я ничего против этих ребят не имею, которых вчера загнали в эту грязь по пояс. Они стояли там 3 часа. Но мне сам метод, они кого устрашали. Пришли они на этот объект, зашли, что вы думаете? Что там было? Там было 12 разобранных майнингов, разобранных в пыли, в грязи. В завершении пресс-конференции ее участники отметили, что намерены проводить мирные акции, таким образом выражать свое несогласие с проводимой президентом политикой. Шазина Ханагу, Даур Инапшба, Зора Бигвава, Абхазское телевидение. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа приступили к разминированию территории международного аэропорта Сухум. Как сообщает пресс-служба ЮВО, на данный момент проверено и очищено от неразорвавшихся боеприпасов предметов в 0,2 гектара земли. Всего саперам предстоит обследовать около 7 гектара труднопроходимой местности. Среди находок саперов неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины. Боеприпасы, не подлежащие извлечению и перемещению, уничтожаются на месте. Прибыли в международный аэропорт города Сухум, приступили к задаче по выполнению разминирования. На данном месте нам предстоит разминировать в районе 7 гектар. Здесь участок очень сложный, большая растительность,
Задача по разминированию усложняется в связи с высокой растительностью на данном участке. Задачу по разминированию местности мы выполняем с использованием костюмов ОВР-2, миноискателей. Итоги летнего периода обучения обсудили в Министерстве обороны. В расширенном совещании приняли участие заместители министра, начальники управлений, командиры воинских частей и военных комиссаров городов и районов, а также руководство военного госпиталя и военной комендатуры. Подробности в репортаже Аманды Пония. Товарищи офицеры! Начальники управлений, военный комендант и другие руководители воинских подразделений подготовили доклады и озвучили проблемы и достижения абхазской армии за летний период обучения 2021 года. Военная комендатура организовывает комендантскую службу в районе проведения торжественных мероприятий, проводимых вооруженных сил Республики Абхазия, поддержание общественного порядка на территории распределительного сбора пункта. Начальник управления боевой подготовки Давид Бжани отметил, что занятия по тактической инженерной подготовке не проводятся за исключением полевых выходов. Полковник попросил офицеров учесть, что такие занятия должны проводиться в поле, а не в классе. В целом Бжани оценил морально-психическое состояние личного состава воинских частей как удовлетворительное. Практически во всех инспектируемых воинских частях личный состав оценен на удовлетворительно. Очень мало хороших оценок. Воспитательная работа организовывалась на основании общего плана воспитательной работы Министерства обороны. Основные памятные даты в Республике Абхазия были проведены в строгом соответствии с воинскими традициями и почестями. В ходе работы психолога в составе призывной комиссии было направлено в психиатрическую больницу в летнем периоде обучения 29 военнослужащих. В зимнем же периоде обучения их было 58. Из них 21 призывнику выставлены различные психиатрические диагнозы, а в зимнем периоде обучения таковых было 28. Заместитель министра обороны, статс-секретарь Олег Гаршба прочел поздравительное письмо министра Владимира Ануа в преддверии Дня Конституции Абхазии. 26 ноября – особая дата для всех нас. В этот день, 27 лет назад, на сессии Верховного Совета Республики Абхазия был принят основной закон нашей страны – Конституция Республики Абхазия. Мы все хотим видеть нашу страну процветающей. Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед нами задачи по укреплению государственности, подъему экономики, повышению благосостояния людей и стабильности в обществе. Желаю здоровья, счастья и благополучия всем вам и вашим семьям. С праздником! Министр обороны, генерал-полковник Ануа Владимир Иванович. На расширенном совещании обсудили итоги работы военного комиссариата. Было отмечено, что призывников в этом году намного меньше, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, руководство оборонного ведомства обратилось к военнослужащим с призывом пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы защитить себя и своих близких. Аманда Пони, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Президент торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава находится с рабочим визитом в Дубае, где принимает участие в 12-м Всемирном конгрессе торговых палат, организованном Международной торговой палатой, Всемирной федерацией палат и Палатой Дубая. В рамках визита состоялась встреча с официальным представителем ТПП в Дубае Ясминой Азхари, в ходе которой Тамиле Мирцхулава было предложено организовать ряд мероприятий на территории Объединенных Арабских Эмиратов с целью привлечения инвестиций в Абхазию и ее популяризации в Дубае. Обсуждались и другие актуальные вопросы сотрудничества на предстоящий 2022 год. В ноябре этого года сотовая компания Амобайл исполняется 15 лет. Амобайл появилась на рынке телекоммуникационных услуг Абхазии в ноябре 2006 года. За 15 лет своего существования компания стала новатором во многих направлениях телекоммуникационной отрасли. В настоящее время она является одним из основных и крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны. Компания создала свыше 300 рабочих мест по всей территории Абхазии. Коллектив Абхазского телевидения поздравляет
поздравляет Амобайл с юбилеем. Мы желаем молодому и талантливому персоналу компании профессионального роста и процветания, а главное – новых идей, направленных на развитие организации. Амобайл решила отпраздновать день рождения ярко, запустив конкурс на своей странице в Инстаграм. Разыгрывают 15 редбоксов с подарками внутри. 5 первых счастливчиков уже получили свои заветные коробочки. Репортаж Сарии Кварацхелия. А вы уже слышали, что Амобайл в честь своего 15-го дня рождения разыгрывает 15 редбоксов? И это не просто красные коробки. В каждой из них лежит сюрприз. Скажу по секрету, подарки – бомба. В свой день рождения компания традиционно устраивает праздник для абонентов и подписчиков. Что только не разыгрывали, от телефонов до машины. Но какими бы ни были подарки, эмоции их обладателей – лучшее, что можно подарить в день рождения. Арина Халваш впервые участвует в подобном розыгрыше. На своей странице в Инстаграм девушка с легкостью подбирает красивые украшения к любому наряду. И сегодня она первая крутит барабан. Любопытство, интерес и предвкушение сделали свое. Финал получился невероятно эмоциональным. Готова? Готова. Счастлива? Да! Крути барабан и выбирай. 2. Выбирай коробку под номером 2. О, боже! Огромное спасибо всему коллективу Амобайла за возможность участвовать в таком крутом розыгрыше. Искренне хочу пожелать компании Амобайл, как и трясусь, еще долгих-долгих лет успешной деятельности, прибыльности, рентабельности и процветания. С днем рождения! Вслед за Ариной еще 4 счастливчика по очереди испытали свою удачу. Кто-то выиграл велосипед, кто-то кофемашину, годовое обслуживание на тарифе Суперкраш от Амобайл, а Илона Тарба выиграла Redbox 20 тысяч рублей на кошелек Амобайл. Мне было очень приятно. Подарки, правда, очень хорошие. И Амобайлу хочу пожелать долгих-долгих лет жизни, процветания, чтобы с каждым годом у них становилось все лучше, лучше, и компания развивалась с большими горизонтами за пределы выхода нашей страны. Вы еще будете участвовать в подобном? Конечно. Мне очень понравилось, и участвовать буду еще. 25 ноября – праздник не только у компании Амобайл, но и у этих победителей, которые сегодня стали немного счастливее. Таким эмоциональным запомнится 15-й день рождения компании тем, кто сегодня был на розыгрыше, и подписчикам, которые следили за праздником онлайн. Идея конкурса проста. Самое главное – это сюрприз и эмоции людей. До последнего победитель не знал, что лежит в Redbox, и мы ждали от них получить эмоции. Так как в сегодняшних реалиях мы не смогли собрать большое количество людей, было принято решение провести наш праздник онлайн. Поэтому так родился инстаконкурс 15 Redbox'ов. Конкурс продолжается, это первый этап, и еще есть возможность людям выиграть классные подарки, забрать свой Redbox. Конкурс проходит у нас на странице. В сегодняшний день самое главное для нас – это наши абоненты, люди, которые с нами 10-15 лет, 3 года или 2 месяца. Благодарим, мы развиваемся, становимся лучше каждый день. Спасибо, что выбираете Амобайл. За 15 лет Амобайл стал чем-то большим, чем связь. Каждый год компания ставит перед собой новые цели и уверенно достигает их. Только за последние несколько лет компания выпустила электронный кошелек, тариф Суперкраш, аналогов которому нет, технологию eSIM, внедрила в бесконтактную систему оплаты QR Pay. И это не полный список проектов компании. Амобайл. Дальше больше. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Сария Кварацхелия, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 9,14 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.
Сейчас в студии Абхазского телевидения проходит беседа на тему «Конституционная реформа». Мы предлагаем вашему вниманию прямой эфир. Смотрите Абхазское телевидение.